Все дети разные, индивидуальные и уникальные. В ребенке огромный потенциал, который нужно раскрыть. Но особенным детям гораздо сложнее адаптироваться в обществе. Именно таким детям на помощь приходят специализированные учреждения. В Ингушетии их несколько. Они помогают ребенку раскрыть его талант, в общем, чувствовать себя комфортно. Таким учреждением является коррекционная школа в Нижних Ачулуках, где особенных детей учат познавать мир, разговаривать, ходить и адаптироваться в социальной среде. Задача педагогов не только научить, считает президент организации равенства возможностей Елена Ульянова, но и стать для детей стимулом, идейным вдохновителем, чтобы дети вместе с педагогами открывали для себя новый мир, в котором нет ограничений, где есть место таланту и возможностям. Мы все с вами разные. Мы разного социального статуса, мы разных физических особенностей, мы разных мультикультурных ценностей. В общем-то, я нахожусь в республике, где тоже много национальностей представлено, и разные культурологические корни лежат. И как в этом мире научиться нам всем жить вместе, понимать друг друга, быть принятыми, быть услышанными, быть социализированными, научиться коммуницировать. Вот, собственно говоря, об этом проект. Проект равенства возможностей федеральный. Уже в этом году он будет запущен в 7 пилотных регионах. В числе первопроходцев Московская, Новосибирская и Томская области, Чувашия, Удмуртия, Северный Кавказ и Пермский край. В Ингушетию специалисты приехали по просьбе главы Ингушетии Юнусбека Евкурова. И есть люди, есть сообщество, есть НКО, есть школы, есть бизнес, в конце концов. Те, которые через определенные инструменты эту проблему решают. Наша задача вот этой лаборатории выявить эти лучшие практики. Как правило, они, как мы говорим, упакованы. То есть как бы человек работает и работает. Вот он работает и работает, он решает свою задачу и решает. А как это сделать системно? Как это сделать, чтобы это было наглядно видеть, для того, чтобы этой практикой могли воспользоваться другие? Смысл программы равенства возможностей формирования инклюзивного общества. Общество, которое уважает и ценит отличия одних от других и активно борется с дискриминацией. Собравшиеся в зале уверены, особенным людям и методика обучения нужна особенная. Как правило, дети или взрослые с ограниченными возможностями здоровья стесняются заявить о себе, боятся стать неуслышанными. Общество не готово таких людей принимать, оно не готово с такими людьми, будем так говорить, быть наравне, пока не готово. И наша задача через проектную деятельность в том числе и работать с такими. И, конечно же, это тема миграции, тема мигрантов, тема инофонов, как мы сейчас говорим, то есть это те, кто сегодня уже вышел за рамки своей среды обитания. Мария Бабакеева каждый день помогает преодолевать барьеры и доказывает детям, что независимо от их возможностей нужно идти вперед и добиваться успехов. За годы ее преподавательской деятельности она встречала самых разных детей. Многих учила разговаривать, каждому подбирала индивидуальные программы. Дети особого подхода требуют, они к нам приходят совсем даже разговаривать не умеют, многие ходить не могут. Мы постоянно с коррекционной работой пытаемся их как-то вывести на тот уровень, чтобы они могли со сверстниками обучаться. И получается, но это больше в игровой форме детям доступно для начала, а потом постепенно усложняя. И, в принципе, наша школа первой взяла этот старт, вместе с ЮНИСЕФ совместный проект был. И у нас очень много детей, которые к нам приходили, они все обучаются в обычных школах, почти все. Также по плану здесь на семинаре обсудят развитие проекта в Ингушетии, то, как он будет работать на практике. Рина Сычоева, Зураб Гайтов, Новости 24.